Так, я в эфире, да? Понимаю, что да. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, друзья. Приветствую всех. Сегодня 15 апреля 2021 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality. И только здесь вы узнаете про реальность, которая творится в России в целом. Ну и вообще в русскоязычном мире. Так, как обычно, у нас опять снова атака на канал, вернее, она чуть интенсивнее стала. Не знаю, с чем это связано, но она стала чуть-чуть интенсивнее, чем была прежде. Больше убираются подписчики, ну, соответственно, больше вы добавляетесь, убираются уведомления, ну и так далее. Ну, все как обычно, не буду вам надоедать вот этой проблемой. Все равно правду им не утаить, а мы будем, несмотря ни на что, говорить правду. Так, Диего Марадона, приветствую. Аслан Керимов, ва алейкум салам. Как найти, ва алейкум ассалам. Ньюс Горизонт, ва алейкум салам, Ньюс Горизонт. Шавига Машуой, приветствую, дорогие мои братья и сестры. В этот священный месяц Рамадан мы будем рассказывать правду. Правду, которую от нас пытаются всегда утаить фашисты. Без сомнения. Они могут рядиться в разные одежды, они могут быть такими а-ля демократами, они могут быть такими а-ля проамериканскими, там, ну, кем угодно. Кем угодно. Но на самом деле, по сути своей, по внутреннему содержанию, они остаются фашистами. Лжецами, что самое главное. Просто, ладно, фашист, так фашист. Хотя, наверное, просто фашистом быть, наверное, невозможно. Я так думаю. Потому что, ну кто будет прямо рассказывать, что он фашист, что он нацист, что он шовинист. Ну, в этом мире это, по крайней мере, не принято так делать. Поэтому они рядятся в разные одежды цивилизованных людей, а по факту остаются средневековыми фашистами, которые осуждены всем миром, наказаны. Ну, коричневую чуму, как говорится, да, нацистскую чуму удалось победить. Красную чуму, вот эту, советских людей, еще пока не удалось победить. Не удалось не потому, что нельзя победить. Просто никто не хочет вот в эту грязь лезть. Вот знают, что это бесполезно. Вот просто бесполезно. Ну ладно, перейдем от общего к частному. Так, Аслан Лорс, я тоже тебя приветствую. Так, я вам сейчас тогда покажу видео. Начнем видео с продолжения акции «Порви паспорт фашистской России», которую поддержал наш соратник, наш единомышленник Аслан Лорс. Вы все это видели на моем канале, но меня это очень сильно позабавило, поэтому я еще раз вам хочу продемонстрировать и призываю всех присоединиться. Не сидите без дела, не делайте так, чтобы это обошло вас стороной. Давайте послушаем Аслана. Значит, я принимаю флешмоб по случаю «Порви паспорт фашистской России». Я Луарс Аслан, родился в Чечено-Ингушской ССР, и этот паспорт мне тоже был насильно выдан. Единственное, конечно, я воспользовался этой паспортой, когда пересекал границу с Европой. Если бы я знал, что раньше существует эта Европа, то давно бы от этой России, зачем только наши отцы там существовали. Зря только жизнь потратили
на смарку. Вот, значит, этот паспорт я рву за Чечню, за Грузию, за Украину. Вот. Видите, вот, это я. Видно? Видно, видно. Хорошо видно. Вот. И я советую избавиться, действительно избавиться от рабства. Никогда вы в России не будете жить хорошо. В конечном итоге вас ждет или тюрьма, или мучительная смерть. Вот ваш конец будет с Россией. И никогда она не будет больше процветать, потому что это страна Богом забытое место. Я советую всем чеченцам и также всем патриотам порвать с этой Россией раз и навсегда. И я передаю другому это флешмоб. Так, флешмоб передан, парни. Жду видео, жду от вас видео со следующим. Давайте по очереди будем. Каждый день по одному паспорту, нормально будет. Так, а теперь мы перейдем к видео Владимира Милова, лжеца-обманщика, просто негодяя, притворяющегося, я не знаю, демократом и либеральных взглядов человека. Обычный лжец и пропагандист, которых на российском телевидении огромное количество. Другое дело, почему его приглашают на американское постоянно радио «Свободу» и так далее. Но это уже другая история. Давайте послушаем, что говорит товарищ Милов. На этой встрече, вот здесь на этой встрече, была встреча, вот встречался президент Ельцин и исполняющий обязанности президента после гибели Джохара Дудаева Зелимхан Яндарбиев. Рядом стоит представитель от ОБСЕ Тим Гульдеман. Это очень серьезная фигура. Я в прошлом стриме своем о нем начал вам говорить. Но давайте по порядку. Давайте сперва, я раз отсюда в прошлый раз закончил, отсюда хочу начать. Начать я хочу с того момента, где Ельцин и Яндарбиев встречаются. Но это другая картина де Ферро, канал называется. Это немножко другое видео. Посмотрим, как вынужденно пойти на крайние меры. Просто уже деваться некуда было Ельцину. Спрашивается, почему у него не было деваться некуда. Да, вот Милову у меня вопрос. Почему же не было деваться? Что с такое случилось? Что-то такое, вы в своей стране бандитов усмиряете. Разве кто-то может на вас повлиять? Вы можете там какую-нибудь бандгруппу в Подмосковье или в Москве уничтожить, или еще где-то. И вам Тим Гульдеман от ОБСЕ или там других международных организаций рядом с этими бандитами вы не видели, правильно же? Правильно, не видели. И война начиналась не с бандитами, а с народом. В прошлой серии вы увидели миллионную, всю нацию чеченскую на площади, практически всю нацию, которая поддерживала своего президента Джохара Дудаева, которого овес, пропущенный через лошадь, Владимир Милов называл бандитом. Но давайте послушаем, посмотрим вот это небольшое видео. Вот это Яндарбиев приезжает В то же время, столь громко заявивший о своем желании поехать в Грозный, глава российского государства не мог отправиться к солдатам с пустыми руками. Соглашение о прекращении боевых действий за подписью премьер-министра и озвученное президентом подходило как нельзя лучше. Но опасность, что данный документ может превратиться в очередное соглашение об остановке войны,
достаточно велика. Судьба таких соглашений, а заключались во время конфликта они не раз, печально известна. Тем не менее, встреча состоялась, хоть и с опозданием. Чеченская делегация во главе с исполняющим обязанности президента Ичкерии Зельмиханом Яндарбиевым добиралась до ингушского аэропорта Слепцовск более 4 часов. Задержка была связана с желанием командующего федеральной группировкой Тихомирова изменить маршрут следования кортежа. Колонну несколько раз останавливали на блокпостах, но все прошло гладко. Улетая в Москву, преемник Дудаева особо подчеркнул, что желание поехать в столицу нельзя рассматривать как поражение. Проигравшей стороной он себя не считает. В портфеле Яндарбиева уже лежал проект договора, составленный российской стороной, который Кремль так хотел подписать. Но ничего, кроме улыбки, этот документ у главы дудаевцев не вызвал. Чеченская делегация подчеркивала важность предстоящего визита, ведь согласие Центра разговаривать, пусть неофициальное, однако признание противоборствующей стороны. О планах Ельцина побывать в Чечне было известно, правда, Яндарбиев все же рассчитывал, что с ним посоветуются. Некоторые члены делегации, к примеру, в прошлом министр культуры, а ныне один из полевых командиров Юго-Западного фронта Ахмед Закаев, был уверен, без согласия правительства Ичкерии подобный визит состояться не может. Это означает, что его приезд должен быть согласован с вашим правительством, правительством Республики Ичкерия? Безусловно, безусловно. Самолет с делегацией вылетел ровно. Здесь нужно пояснить для тех, кто не в курсе. Вот самолет вылетает с чеченской делегации после убийства президента. Чеченцы находятся в тяжелом положении. И фактически для того, чтобы начать их вербовку, обработку, затягивание времени, показать Западу, что они как бы ведут переговоры, да, что у них добрая воля решить этот вопрос. Ведь здесь надо заметить, что русские говорили, что Чечня внутреннее дело, мы пытаемся всячески решить, там вы не понимаете, там очень все сложно, там исламский фактор, еще и так далее. Хотя тогда исламского фактора не было, но уже начинал после смерти Дудаева, да и во время Дудаева, вот этот исламский фактор, который для того, чтобы разделить чеченский народ и представить его перед миром каким-то радикальным, ведущим войну, религиозную войну, а не национально-освободительную. То есть войну, у которой нет конца. Вот таким представить. Если люди ведут такую войну, то, конечно, никто им не будет помогать. Всем хочется быстро закончить вопрос на понятных основаниях, на понятных началах и концах вот этого всего конфликта. А если ведется какая-то бесконечная война, никто не будет помогать, никому это не нужно. И это было понятно русским. Некоторые чеченцы этого не понимали. Но наше руководство тогда понимало. И вот они улетают. Их задерживают еще в Чечне специально, чтобы там они не сразу вылетели, показывая местная оккупационная войсковая банда в лице Квашнина, по-моему, или кто у них там, он специально затягивает вылет, мешают этой встрече, как бы показывая самодеятельность и так далее. Ничего подобного, конечно, этого нет. Путин, Ельцин и вот эта вся банда, они в курсе всего этого. И нет никакого там стремления одной стороны российского общества, например, военных, воевать против чеченцев, а другой Ельцин, который там пытается еле как координировать или контролировать свою армию, который пытается закончить этого. Этого нет на самом деле, это так. Недовольные есть, конечно, но система властная в России работает на самом деле. И вот они улетают в Москву, вот они приехали. Самый интересный момент, вот какой я хочу показать. Вот они сейчас прилетели и ждут в Кремле Ельцина. И давайте посмотрим. Его первая реакция не предвещала ничего хорошего. Ельцину сказали сесть напротив Завгаева и Яндарбиеву. За Яндарбиеву сказали сесть напротив Завгаева. Завгаев, если вы помните, в первой части, это то самое лицо, первое лицо советской Чечено-Ингушетии, которое проголосовал, там, принял решение, да, после того, как Верховный Совет Чечено-Ингушетии проголосовал на путь на суверенитет. Да? И сейчас хотят посадить ту власть,
которая была преемственна и взяла власть с рук Завгаева при полном согласии Российской Федерации. Вы видели в той серии, как президент Джохар Дудаев в генеральском кителе звонит министру обороны СССР. Понятно, да? Бандит, как его называют, Милов, звонит, тогда получается бандиту, министру обороны СССР Шапошникову. И законная власть, просто вот эта власть по требованию своего народа, того самого народа, которого у Милова никогда не будет, который будет поддерживать Милова. Джохар Дудаев и его соратники взяли курс на суверенитет, на независимость, пользуясь всеми юридическими, законными основаниями, которые у них имелись на руках. Никакого мятежа, отделения, там, сепаратизма, ничего близко не было. При всем при том, что, еще раз напоминаю, нам не следовало быть в составе России. Мы не обязаны, не должны были быть в составе России, потому что никогда добровольно туда не входили. Но несмотря на это, чеченцы, соблюдая, уважая международное право, соблюдая все юридические аспекты этого выхода, соблюдя, все вышли как положено. И вот они тут встречаются, и Ельцин хочет их посадить друг против друга. То есть, хочет сказать, что он над нами стоит, как Российская Федерация. А мы, вот это гражданский конфликт, это тот самый конфликт, который так долго нам пытаются навязать. И где-то у них иногда получается это сделать и представить, что вот мы воюем друг против друга. Вот, например, есть засланный агент российских спецслужб Абу Саддам Шисани по кличке, по имени Тумсо Абдурахманов. Вот он занимается именно этой ситуацией. И что вот есть какая-то кадыровская власть, и вот против кадыровской власти воюют какие-то чеченский народ. Это абсолютно не так. Нету никакой кадыровской власти, есть российская оккупационная власть. А Тумсо, например, представляет одну из российских сторон, которая борется за власть в Чечне. То есть он представляет, ну он говорит так, если условно взять, он представляет, что пытается преподнести это так, чтобы улучшить условия содержания заключенного. Потому что он хочет стать, вот его группа, которая его отправила, вот убитый мэр Аргуна, там другие, третьи, которые его курировали, которые ему донаты присылали. Эти люди представлялись, как бы они борются за власть. Но они говорят, что вот Кадыров очень жестоко это делает, он очень жестокий человек, и в этом плане как бы он не соблюдает права чеченцев. Если мы вспомним братьев Ямадаевых и того же мэра Аргуна, который недавно как бы разбился на машине, хотя его вот так, как кадыровская сторона, я считаю, все-таки ликвидировала, как врага опасного, то не меньше, если не больше, ямадаевцы убивали чеченцев. Просто их отстранили от власти, и Путин сделал ставку на Кадырова Ахмада. Вот это они нам говорят. А нам не нужно этого. Нет никакой гражданской войны, нет никакого Завгаева, нет никакого Кадырова. Есть русская, российская власть, есть чеченская власть. В лице Дудаева, Яндарбиева, Масхадова. Это все наши президенты, которых Россия убила. Всех Россия президентов наших убила. Для чего? Для чего это делалось? Для чего бандит, зная, что его убьют, опять становился во главе этого народа и опять шел на это? Потому что они не были бандитами. Бандиты – это те, кто пытается заработать, а не умереть во имя своего народа, во имя целей, которые ведутся не только начатой Дудаевым. Это ведется уже 400 лет, и это не первые наши лидеры, которые погибают в борьбе с фашистами из России. Вот такую вот нам пытаются ситуацию всегда и тогда пытались представить, посадив Яндарбиева и Завгаева друг против друга, а Ельцина во главе. И сейчас продолжают это делать, но у них не удастся. Это мы, чеченцы, должны четко запомнить. Нету у нас других врагов, кроме фашистской России. Все. Да, там нужно разбирать. Есть хорошие, порядочные там люди, есть русские,
достойные есть, друзья наши есть люди, которые стремятся сделать там для блага своего русского народа, понимая это, не из-за сострадания только лишь к чеченцам, к своим русским, к самому себе в первую очередь. И вот мы должны этих людей, конечно же, должны поддерживать, с ними контакт делать, но эти люди должны безоговорочно признавать наше право, как геноцидного народа, пережившего геноцид народ, уже не один геноцид в прошлом веке и уже в этом веке. Мы должны с этими людьми налаживать отношения. Но только с теми, кто безоговорочно признает. Они такие Миловы, Навальные и другие мерзавцы, которые по сути своей ничем от Путина не отличаются. Я приехал на встречу с президентом. Они на комиссии. Вы поняли? Ельцин вышел через несколько минут. Никаких рукопожатий. Он занимает отведенное по протоколу место. Яндарбиев желает также сесть во главу стола напротив, тем самым придавая встрече межгосударственный статус. Главу чеченской делегации останавливает сам президент. Переговоры могут сорваться в любую секунду. Вот давайте поговорим. Я приехал с вами решать. Я согласен с вами решать. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если даже вы не равны, мы должны это решить. Вот, Потому мы не что равны с можно вами. решить это вопрос. Садитесь. 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 Борис Николаевич, я таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Давайте мы Садитесь. поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если тогда я вообще буду. Садитесь, пожалуйста. Я не сяду. Слушайте. Вы можете меня сами вернуть. По уму бывать. Все. Я не терплю таких рассказов. Если это присуще для российского руководства, тогда это другой вопрос. Для меня это не присуще. Вы не уйдете отсюда. Обеспечьте нам, пожалуйста, Слышали? Вы не уйдете отсюда, говорит. Вы не уйдете отсюда. На переговоры позвали, и вы не уйдете отсюда. И тут Яндарбиев говорит Тиму Гульдеману. гарантии выезда. Убедившись, что задуманный вариант не проходит, делегация оппозиции сразу И вот смотрите этот момент. Вот всех, кто говорит, что там нам Запад не помог и так далее. Посмотрите, где стоит Тим Гульдеман. Яндарбиев уже отошел за его спину. Ну, это Тим отошел вперед чуть-чуть. И Яндарбиев уже поставил свои условия и прекратил переговоры. Да, не начавшиеся переговоры он прекратил. Тим Гульдеман вперед выступает и ведет переговоры. Говорит, у нас есть договоренность. И Ельцин, которому вот просто кровь из носа, у него выборы на носу, Дудаев уже убит, они уже как бы себя победителями считают. Ельцину нужно полететь в Чечню. И вот кто-нибудь скажите мне, что Запад не помог. Вот посмотрите вот эту картинку. И вы посмотрите и скажете, помог нам Запад или нет. Да, не так помог, как мы хотели бы. Да, недостаточно помог там и так далее. Но первую войну мы победили. Мы принудили их к миру. А вот дальше что надо было делать? Это уже все зависело от нашего президента, от нашего вице-президента, от наших других силовых органов, от Шамиля Басаева, от Ахмеда Закаева, от всех остальных людей это зависело. Правильно сделали, неправильно, это уже другой вопрос. Но первую войну после первой войны у нас был весь шанс. И вот Тим Гульдеман один из тех, кто вынудил Ельцина сесть напротив Яндарбиева. же находит еще один повод показать свою значимость и легитимность. По их мнению, новая власть Чечни в лице Завгаева должна удалиться с переговоров. Москва, разумеется, против. Ельцин жестко намекает, пора начинать. Есть документ, который нам надо подписать. Вот он будет подписан сегодня. Если вы не договоритесь, то никакой документ не будет. Ну как? Ну как? Надо, чтобы прекратить кровь. Поэтому Мы хотим этого. хватит, отвоевались. Я хочу с вами поговорить. Я думаю, что вы потом будете выигрыши. Вновь пауза. Вот, теперь смотрите, очень важный момент. Вокруг стола суета. Вот, смотрите, сейчас я. Отойдя. Опа, вот, видите вот эту рожу?
вот эту рожу. Это Лобов, Совет Безопасности. Дудаев называл его Совет Опасности России. Лобов возглавлял Совет Безопасности. Лобов и Шахрай, я считаю, одни из самых главных виновников и зачинщиков этой первой русско-чеченской войны. Путин и остальные потом ее только продолжали. Так, давайте вернемся к Милову. Все, этот момент мы прошли. Поехали. Лидеров чеченских сепаратистов в Кремль. Вот договорился с ними о прекращении огня. Впоследствии это все вылилось в Хасавюртовские соглашения. Но было уже поздно. Здесь опять же столько лжи, которую и пропаганды, которую агент Милов, фашист Милов рассказывает. Они всегда упоминают, чеченцы, запомните, они всегда упоминают Хасавюртовское соглашение. Хасавюртовское соглашение это между Лебедем и Масхадовым о прекращении огня. Это очень важный документ, но такие документы и до, и после подписывались. После уже нет, но до этого подписывались. Да, временно прекращали, в определенных районах прекращали, там что-то такое было. Но окончание вот войны положило вот это соглашение. Но самый главный документ является документ, подписанный Ельциным и Масхадовым, избранным президентом Масхадовым и как бы избранным президентом Ельциным. Да, другого у них просто нет, поэтому посчитаем, что Россия легитимная страна, поэтому признаем, ладно. И вот они, вот, кстати, мне пишут, что Шахрай в переводе с украинского языка на русский обозначает мошенник. Да, это такой матерый мошенник, который, кстати говоря, еще жив и здравствует. У него есть семья, он очень богатый человек, у него дети, внуки есть. И о каждой личности мы тоже поговорим. Я вам каждого из них покажу фотографию и расскажу о них немножко интересно. И самый главный документ, это документ, подписан в 1997 году между Ельциным и Масхадовым. Мы должны будем вернуться к этому договору, но вне зависимости, вернемся мы к нему или нет, Чечня уже никогда не будет частью России. При помощи миротворцев это произойдет, внешнего управления, международного мандата это произойдет, но Россия никогда не будет властвовать над Чечней. Да, мула. Поехали дальше. Потому что вот те чеченские лидеры, которые приехали к Ельцину, которые потом были избраны на каких-то выборах, которые там прошли, вот тот же президент Аслан Масхадов или его предшественник ИО президента Чечни Зелимхан Яндарбиев, который вступил в должность после гибели Дудаева. Было видно, что эти люди уже ситуацию не контролируют. И с ними можно переговариваться сколько угодно, но все, птичка вылетела из клетки. Уже теперь Чечней фактически в анархическом режиме руководят вот эти полевые командиры. Это именно то, что им было нужно. Именно для этого был убит президент Джохар Дудаев. Если нет одного лидера, который четко выбрал план, план направления Джохара Дудаева были Соединенные Штаты Америки. Вы видели, как есть фотографии, где Джохар Дудаев с американскими сенаторами и другими людьми стоит на фоне американского флага. За этим американским флагом он стоит. И Джохар Дудаев отлично знал, что единственная сила в этом мире, которая может держать слово, давать слово, держать это слово, исполнять обязанности и дать по морде, если есть необходимость, фашистской России, это Соединенные Штаты Америки. Другой страны пока нет. Сейчас Турция начала так отвешивать люлей, пендалей фашистской России, то в Сирии, то в Карабахе. Но пока еще это не тот уровень у турков. И, наверное, никогда не будет у турков такой уровень, который есть у Соединенных Штатов Америки. И это единственный выход, в каком направлении чеченцам следует двигаться. Это не значит, что нас американцы сейчас поддержат, нас еще что-то нам помогут и так далее. Нет. Но стучать в эту дверь, пока этот палец не пробьет эту дверь, мы обязаны. Потому что другого выхода у нас нет. Еще раз. Признает нас Америка, поддержит нас Запад, поддержит нас Европа, поддержит нас Турция.
И все, и арабский мир нас поддержит, которого мы так и не дождались поддержки от этого арабского мира. Поэтому двигаться нужно только в сторону американцев. Поехали. В 92-93 году все это не было так. Дудаев все-таки был совершенно другим человеком. Он не просто был, вот, в принципе, достаточно светским. Кстати, поначалу какие-то заигрывания с исламом были, но поначалу он все-таки строил Чечню, Ичкерию как светское государство. У него была русская жена, Алла Дудаева, дочь советского офицера. Да? Ну и в целом, то есть он не демонстрировал себя вот как человек, который строит из своей страны какую-то вот такую распределенную зону действия там, всяких вооруженных банд. Это, знаете, нечто похожее, да, вот как происходило, например, в африканских государствах, в Сомали, например, когда был убит многолетний диктатор Мохаммед Сиад Барре, и с тех пор страна превратилась вот в большое число клочков территории, которые контролируются разными вооруженными группировками. Вот примерно такая же история. Ну вот сейчас я вам просто зачитаю про этого Саида Барре, про сомалийского он говорит. Саид Барре, конечно, был диктатор. Он провел у власти там с конца 70-х там, до 91-го года он пробыл. Убил очень много людей. Начал войну в Эфиопии. Дудаев не начал ни одну войну. Ну как может вот этот мразь, вот эта гнида, вот так нагло лгать? Мухаммед Саид Барре после того, как проиграл войну в Эфиопии, он начал гражданскую войну внутри своей страны. Убил около 50-60 тысяч своих сограждан, да, своих соплеменников. И после этого понес много потерь. И в конце концов, причем он был их другом, их вот этих миловских другом был, да, его Советский Союз поддерживал. Потом разругались, потом опять поддерживал. Ну, как обычно, где Россия, там кровь. И вот этот подонок сравнивает великого сына чеченского народа, героя чеченского народа, сравнивает с диктатором, которого следовало бы сравнить там их Путина. Это так вам, чтобы вы знали, что еще одна ложь из уст этой гниды. Сложилось после убийства Дудаева. И вот, на мой взгляд, вот были упущены вот эти пара лет, когда власть в Чечне еще была достаточно светской, достаточно централизованной для... Как найти? Отвечаю тебе. Да, это из банды банды Навального, этот Милов. Этот другого Навальный нам не видит и не представляет. Он уже сказал. И по Крыму он сказал, и по Ичкерии он сказал. Ничего другого не представляет. Сейчас Коран там попросили. Сейчас вот эти тузиковские, которых будет Тузик баламутить, да, у него много есть. И таких как Тузик огромное количество. Агент Тузик, я имею в виду. Дагестанские есть, ингушские есть, кабардинские, там еще есть блогеры, которые на вот этой исламской религиозной риторике, вот сейчас вы увидите, сейчас этот Коран взял, и сейчас вот этот исламский фактор, вот эти пропагандоны, вот, исламоеды, они сейчас начнут поднимать эту волну. И сейчас просто четко дали понять, кто такие Ичкерия, Дудаев, вот Навальный передал. Все, это уже на этом точку поставили, и теперь Навальный с помощью Корана будет манипулировать, и его люди будут машаллах, иншаллах, мударизат, джазакаллаху хайру, он машаллах, шишан, как хорошо, что Навальный пришел, там, он станет мусульманином, он будет первым правителем мусульманином России, будут говорить. Он уже изучает Коран, а потом он, иншаллах, придет, машаллах, Боже. Вот такую нам сказку будут скоро вдувать в уши вот эти разные пропагандоны. Ну, давайте послушаем Милова. Переговоры с Дудаевым в 91-94 дали бы ряд преимуществ. Он был более вменяем, чем более последующие лидеры, сильнее контролировал ситуацию. Чечня еще не была анархической, вотчиной полевых командиров. Власть Дудаева была намного более светская, говорит бандит Милов, говорит, из банды Навального, фальсификатор.
Ну, это опровергать, конечно, ну, здесь правда какая-то есть. Именно убили Дудаева, чтобы рычаги власти от одного человека, ту команду, которую вокруг себя, доверенную команду людей, которую он собрал, чтобы она потеряла влияние, так как через Дудаева она исходила. Потом были другие фигуры, реально, Индербиев, Удугов, Закаев, Басаев, конечно же. И с этими людьми работали. Я расскажу одну историю. Я был как-то в секретном отделе Московского суда, Московского городского суда, и занимался там делом одним, связанных с кавказскими исламским вот этим подпольем. И там мне попалось дело, к сожалению, нельзя фотографировать было ничего, ну кое-что я пофотографировал, конечно, но там мне попалось дело, связанное с Докко Умаровым. Так вот, про Докко Умарова там не просто его родственники, жены родственники были. Жены родственников, родственники там были указаны. На каждого была справка. На каждого. На жены родственников. Потом у Докко братьев жены их родственники. Их сестры, они замужем за кем-то, их родственники. И вот это весь тейп, чуть ли не весь тейп, на каждого была справка. Много статей было, которых обвиняли Докко, наверное, весь уголовный кодекс, которым обвиняли. Поэтому вот так ведется работа. Уверен, она ведется и в отношении меня, прорабатывают все мои родственники, слава богу. Я ни с кем с ними не поддерживаю отношения. И поэтому зря они будут стараться через них на меня повлиять. Влияют полностью, узнают ваш характер, все, и уже на вас действуют. Может, вам нравится лесть, может, вам нравятся деньги, может, вам нравится там, любите там, не знаю, там, своего младшего сына там до без памяти, да, какой-нибудь там человек. И об этом, если узнают, они начинают именно на этого сына действовать. Там, или, ну, еще огромное количество людей задействуют против вас. И вот поэтому, да, была анархия какой-то степени. Выборы провели все как положено, но потихоньку, например, кто-то что-то сказал, эти слова переиначивались, добавлялись, кто-то в личной беседе. Вот был недавно пример. Хусейн Исханов говорил с Рубати Мицаевой, два заслуженных человека, говорили о третьем заслуженном человеке, о Тархане. И ничего значащего Хусейн не сказал. Тархан, Мархан, там, просто имя. Так, там, Иса, Муса, там, что угодно, короче. Так говорится. Но это через полгода другие агенты подготавливают и выкладывают. Это уже в тот момент, то, видимо, и Тархана подготовили его, там тоже ему проехали, сказали, наверное, Хусейн плохой. То есть, короче, очень большая работа делается. Это самые большие специалисты, вот эти русские фашисты из КГБ, ГРУ, это самые большие специалисты по стравливанию, про дезинформацию, обману и так далее. Поэтому и нас это тоже ждет всех. Всех, кто будет с ним бороться, пока эта фашистская Россия, это логово не будет уничтожено. Нас это все ждет. И мы должны как-то более аккуратно вести себя в этом плане и быть осторожными. Ну, поехали дальше. Для того, чтобы вести с Дудаевым какие-то реальные переговоры и достигать договоренностей, которые бы соблюдались, не было вот этого всевластия полевых командиров. Ну и, кроме всего прочего, еще один такой важный момент, что Джохар Дудаев, как было видно по вот началу его правления, для него очень сильным и супер важным фактором было установление вот его такого международного авторитета. Он много ездил за границу, пытался выстроить межгосударственные отношения с другими странами. И вот чуть забегая вперед, я хочу сказать, что вот если бы Россия поговорила с этими странами, Саудовской Аравией, Турцией, там, другими важными игроками, да, то можно было бы гораздо легче направить Дудаева в правильное русло. Что типа, мужик, мы разрешим вам, условно говоря, такой режим, что вы будете иметь выход международный, и вот
Ну, по сути дела, вот как Татарстан сегодня фактически строит во многом свои международные отношения. Давайте вот здесь остановимся, и я вам покажу одно видео. Так. С Дудаевым можно было договориться. Это этот лжец, Милов снова лжет, что нужно было так и так. Давайте послушаем, о чем говорил. Джохар Дудаев говорил то, что если бы сегодня это говорил бы Закаев или позже, или ранее Масхадов, то их назвали бы, ну я не знаю, изменниками. Джохар Дудаев до начала войны, имеется в виду, пытался всячески избежать эту войну. Общая рублевая зона, экономическая зона, общая чуть ли армия, ну, там много-много моментов Джохар предлагал, только лишь не начинайте эту войну. Но это нужно было для русским. Русские должны были наказать чеченцев назидание, раз, дать русскому фашистующему народу чеченскую кровь, чеченскую кость, чтобы они, которых они же обворовывают, чтобы эти русские удовлетворились вот этим своим садистское свое нутро, увидев покоренных, убитых, уничтоженных чеченцев. А тем временем Ельцин и его банда продолжат грабить Россию. Давайте послушаем. Что никакого силового решения этой ситуации. Джохар Дудаев здесь рассказывает о встрече его с министром обороны того периода времени Павлом Грачевым. Говорили о ситуации и договорились убежденно с обеих сторон, что никакого силового решения эта ситуация не требует. Что все вопросы политические и военного вмешательства здесь нет. Грачев заверил, что он убедит, что он сам убедился после нашей встречи, поблагодарил меня о том, что я прибыл, встретился. Значит, ни одного неясного вопроса между нами не осталось, что он убедит Ельцина, что этот вопрос может быть решен только не силовым методом, а политическим методом. Никакого силового решения, ничто здесь не требуется. Потом журналистам он заявил об этом же, но я внутренне чувствуя, что политическое руководство, которое спланировало столь циничную программу и действует по ней, Грачеву не дадут провести его намерение без конфликта вооруженного на политическом уровне решить этот вопрос. И многотысячной массе, которая стояла на улице, я из себя выдавил. Договорились, что все решим миром. Знаю, что и чувствую, что миром там все-таки решать не будут. Я убежден, что Грачев не так испорчен, как генерал и офицер, и не так испачкан, как его испачкали политические авантюристы. Убежден также, что Ельцина он убеждал, что не требуется здесь никакого военного решения, что с Дудаевым можно все вопросы решить с полным интересом и пониманием на политическом уровне. Слышали? С полным пониманием и учитывая интересы России. Правительством Чеченской Республики. Я знаю, что он встречался один на один с Ельциным, убеждал. Но пошли политические авантюристы убеждать Ельцина с другой стороны. Егоров. Так, по порядку. Егоров. Вот вы видите товарища Егорова у себя на кадре.
Это человек, на которого сейчас Милов все пытается свалить. На самом деле это такая исполнительная пешка. Он уже умер, в 97 году он умер. А нет, он умер, да, в 97 году, 25 апреля он умер. И на него все вешают. Это раз. Поехали. Поехали дальше. Степашин. Степашина вы все знаете. Я вам его тоже покажу сейчас. Степашин. КГБшник, такой матерый КГБшник. Был директором ФСБ, причастен к началу Второй войны. У него есть жена Тамара Владимировна, сын Владимир Сергеевич, 1975 года. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет, академик финансов ФИНЭК. И есть внучка. А сейчас, ну вот много у него заслуг здесь, вот вы видите. У него генерал-полковник, государственный советник юстиции, кандидат там юридических, исторических наук, профессор и так далее, и так далее. Еще, ну, такой матерейший просто, матерейший. Дальше. Главные идеологи Шахрай. Вот. Вам покажу Шахрая. Это главный идеолог. Вот видите, фотографию с краечку его есть. Это такой тоже мерзавец с Крымской области, Украинской ССР родился. Тоже жив-здоров, женат, 2 сына, Сергей и Михаил. Родилась дочь Мария в 1994 году. То есть в декабре 1994 года, когда вот этот Шахрай, это один из тех людей, который заносил, он сам юрист, заносил Чеченскую республику Ичкерия, Чеченскую республику, незаконно в Российскую Конституцию. То есть Шахрай это тот, который подкладывал эту бомбу. Понятно, да? И в 1994 году, когда он эту бомбу подложил, у него родилась прекрасная маленькая девочка, которая здравствует по сей день. А вот чеченские женщины, дети, 42 тысячи погибли. А вот у Шахрая все нормально пока. Я так думаю, пока. Ерина, сейчас вам покажу. Ерина. Вот Ерин. Вот с краешку тут сидит, вот видите, да? Виктор Федорович Ерин, российский государственный деятель, первый заместитель министра внутренних дел. Ерин уже предстал перед Господом Богом. Был женат, имеет 2 сыновей, сын Леонид, офицер, служит в ФСО, дочь Ерина Надежда Викторовна тоже имеется, внуки есть у него, внучка есть. Я ни к чему, конечно же, не призываю, но эти люди обогатились, озолотились и за счет чеченского народа. Эти люди должны вернуть все чеченскому народу, то, что награбил их папа. Впрочем, как папа Путиных и папа Патрушевых, которые тоже миллиардеры и богаче, чем вот эти Ерины. Сосковец. Давайте вам покажу теперь Сосковца. На фотографию Сосковца было трудно найти, очень сильно шифруется чувак. Вот он, этот Сосковец, он на фотографии тоже имеется. Вот он, этот Сосковец. Вот смотрите, самое интересное, что из его биографии. Внимание, это украинцев тоже касается. Дочь Наталья, 1971 года рождения, замужем за Дмитрием Альбертовичем Соломатиным. Это того самого Сосковца, который начал Первую русско-чеченскую войну, который с 8 февраля 2012 года по 24 декабря 2012 года являлся министром обороны Украины в правительстве Николая Азарова. А с 21 декабря 2012 года назначен советником президента Украины. Понимаете, да? Куда клонят. Ранее Соломатин являлся генеральным директором государственной компании Укрспецэкспорт, затем государственного концерна Укроборонпром. Друзья, ваша оборона находилась и, наверное, и сейчас находится под контролем тех, кто развязывает имперские российские войны. Понимаете, да? Внуки есть у этого Сосковца.
внуки Дмитрий 94-го года рождения. Вот у него тоже родился в 94-м. Дима родился. Олег родился в 96-м. Степан родился в 2002 году. Вот это все время чеченские дети гибнут. Эти организаторы этих детей, у них рождаются сыновья, внуки и так далее. Есть вон сын Алеша 74 года, свояк, муж сестры Игорь Межаков, деятеля органов госбезопасности и так далее. Но это уже можно покопаться, и много чего интересного там вы можете найти. Не будем сейчас на этом останавливаться. И против Лобов, так называемый Совет опасности. Лобов, Совет опасности. Сейчас вам покажу. Совет безопасности. Вот он, этот Лобов. Это тот самый Лобов, который сидел по левую руку, сидел с Ельциным, когда велись переговоры с Ендербиевым из чеченской делегации. Так что вот такие вот персонажи у нас здесь действуют. Ну, пойдемте дальше к этому Милову. Так, давайте слушать Милова. И говорит, у нас были бы полномочия, как у Татарстана, говорит. У Татарстана уже нет никаких неполномочий. Убийца, массовый убийца Игорь Хвостиков, бывший руководитель ФСБ по Чеченской Республике, банды ФСБ, сейчас переправлен туда. Представляю, что Игорь Хвостиков и банда ФСБ будет делать сейчас с татарами. Да? Будьте осторожны, татары. Самостоятельно, то есть могли бы вот договориться о чем-то таком. При этом Чечня достигла бы с Россией договоренности о каком-то нормальном сосуществовании и решении вот этого сепаратистского вопроса. Да? То есть был и другой крючок на Дудаева, вот эти его международные амбиции и влияние международных лидеров, которые можно было использовать. Например, в той же Турции тогда не было вот этого нынешнего диктатора Эрдогана, а там была такая достаточно нестабильная, но тем не менее демократическая и гражданская власть. Вот можно было все это использовать. Таким образом, были все факторы для того, чтобы с Дудаевым начинать переговоры немедленно. Буквально сразу после того, как он осенью 91-го захватил власть в Чечне. Вот несколько слов о том, почему этого не было сделано. Вы видели в прошлом моем видео, как генерал, захвативший власть в Чечне, говорит, ведет переговоры, еще раз напоминаю, с министром обороны Советского Союза. Ну, короче, здесь Хасбулатов. Давайте тогда перемотаем, чтобы опять мы слишком много отвлекаюсь я на разные эти вещи. Давайте перейдем к... Не всю эту болтовню уже слушать этого. Маленькая победоносная война им нужна была. Да, нужна была маленькая победоносная война. Конечно же, любой человек понимал, что маленькая победоносная может не получиться. Но ввязать Россию для того, чтобы начать вот эти свои имперские экспансии заново, только оклемавшись после потери вот этой территории, конечно же, Россия продолжала. И Россия, она такая, она по-другому не может существовать. И это не просто там какой-то оборот речи, что вот, да, она такая. Это значит, создаются кадры. Вот сейчас я уже знаю на примере Чеченской Республики, что создаются кадры для захвата новых территорий, для захвата Украины. После того, как захватят Украину, пойдут дальше захватывать, потому что еще кадров наберут, еще мощнее станет. И Россия станет в 2 раза, 3 раза сильнее, чем она есть. Хотя на самом деле сейчас это колосс на глиняных ногах, который можно будет легко свергнуть. Просто, по-моему, это никому не нужно. Нужно наоборот, чтобы Россия такая пугалом была. Ну, давайте пойдем дальше. Порядок, и народ опять станет вас любить. Ну, сколько таких историй можно вспомнить? Я думаю, что многие из вас вспомнят немало на своей памяти. К сожалению, Ельцин просто попался на эту ловушку как ребенок. Вот это очень широко известная фраза Павла Грачева, тогдашнего министра обороны по кличке Паша Мерседес, за адскую коррупцию в Минобороны, про которую, кстати, тогда много писали. Здесь
несмотря на то, что это военный преступник, там, соучастник преступления против чеченского народа, нужно признавать правду. Павел Грачев это была маленькая пешка в этой игре. Его использовали, да, его выставляли таким, как будто это он сам все делает. А как человек военный, он был обязан выполнять приказы главнокомандующего. Конечно, он мог уволиться, но, видите, министерское кресло там и так далее, и большие деньги, которые можно больше воровать, находясь на этом посту, не позволили ему это сделать. Но это был винтик по сравнению с Лобовым, по сравнению с Шахраем, идеологами всего этого. И есть такой Дунаев, я его вам тоже чуть попозже покажу, который также является преступником. Давайте я вам сейчас сразу же, наверное, покажу этого Дунаева. Вот этот Дунаев. Сейчас я вам фотографию, чтобы была. Дунаева практически нельзя найти в Гугле. Пришлось искать его в Яндексе. Вот он, этот Дунаев. Вот он, этот Дунаев. Василий. Вот это и есть этот преступник. Это Дудаев его называл с начала 90-х самым главным вот этим идеологом, самым главным преступником, который начинал эту войну. Андрей Федорович Дунаев, 1939 года рождения, министр внутренних дел РСФСР в 1991 году по январь 1992, исполняющий обязанности министра внутренних дел Российской Федерации по версии вице-президента Александра Рудского, ну и так далее, и так далее. Отец русский, мать мордовка, владеет изянским языком. В ряде источников национальность Дунаева указана как мордвин. Ну, мордвин это тот же самый русский. Не будем. Женат, 2 сына, Вадим и Ростислав, 5 внуков, 2 правнука. Живет и здравствует. До сих пор не умер, все у него нормально. Живет и здравствует. Поехали. Из-за этого даже военные убили корреспондента МК Дмитрия Холодова. Была очень известная история примерно в то же время. Да? Так вот, Паша Мерседес тогда обещал взять Грозный за 2 часа одним парашютно-десантным полком. Это вот известная цитата того времени, которая, можно сказать, с тех пор отлита в граните. Грачев потом, правда, от этого открещивался и говорил, что типа нет, я имел в виду другое, что если бы нам разрешили прям ковровый огонь и все вот залить бомбардировкой, да, вот мы бы тогда взяли. Но они бы и тогда не взяли. Короче говоря, знаете, вот я хочу просто всем будущим политическим лидерам, которые нас... Я много привожу этих опровержений на эту ложь, которую приводит вот этот мерзавец. Но здесь этот человек сам приводит свои слова, опровергает. Он называет Дудаева бандитом, преступником по факту, да, и что Дудаев там не поддерживает, там, или поддерживает, но очень мало, а потом, когда он умер, еще меньше, там разрозненные группы были, говорит. Несмотря на это, он только что говорит, если бы Грачев предлагал бомбить все, и там, тогда бы они взяли бы. И говорит, даже тогда бы они не взяли, говорит сам Милов, понимаете? А как нельзя взять бандитов, если их напалмом, танками, бомбами, авиабомбами уничтожают? Ну как их нельзя взять? Можно же. Это говорит о том, что он прекрасно знает, что война шла против чеченского народа. Поэтому он так говорит. Да? Он сам явилась истина, изгинула ложь. И чуть-чуть думающий должен понять, что он говорит. Что война велась против целого народа, никаких бандитов. И именно потому, что я знаю, что они знают, что они воевали против народа, называют нас бандитами, как сейчас украинцев они называют фашистами. Я именно поэтому к ним отношусь именно так. Я не приемлю их лицемерие. Я не политик, я обычный человек, я правозащитник. Мое дело говорить правду, которая соответствует фактам и истине. Вот этот человек лжец и подонок.
он сам говорит, что даже тогда бы не взяли. Ну как не взяли? Там же бандиты. Как? Бандиты же разбегутся. Бандитам нужны деньги. Они разбегаются. Нет, воевали с народом. И эта гнида знает. И знает также все, кто смотрел фильм «Редакция». Вы в последнее время заметили, что начали про Чечню говорить, про взрывы домов говорить. И это говорят, потому что мы об этом начали говорить. Мы начали днем и ночью повторять одни и те же наши тезисы, правдивые, честные, что они вынуждены просто реагировать. И вот нам подготавливают и закидывают вот эти разные говорящие головы вот эту информацию. И где они там рассказывают, что мы бандиты. И вот эти взрывы домов этого канала «Редакция». Пройдите на канал Пивоварова «Редакция», посмотрите этот фильм. Я его вам демонстрировал, показывал. Там и обычно в 2 раза или даже в 3 раза больше просмотров, чем на обычное видео. Это раз. Во-вторых, просто почитайте комментарии к этому видео. Вообще фильм отличный. Пивоваров там, конечно, аккуратно все это говорит, делает. Нужно признавать, что он тоже не железный. Но при всем при этом звук емаюся. Так, подождите. Звук у меня есть, господа. Ну, может, я чуть-чуть в сторонку отгибаюсь, поэтому плохо слышно. Посмотрите просто комментарии Пивоварова под этим видео, который пишет. Русские все знают. Что их же взрывала их власть, знает. Милов об этом знает. Как жить с этими людьми в одной стране? Нет, просто задумайтесь. Это угроза безопасности будущих наших поколений, если мы будем жить с ними в одной стране. Ни в коем случае с ними нельзя жить. Надо бежать от них, просто сломя голову. Потому что бесполезно, никакого будущего у нас с ними нет. Это подонки. Они могут быть в дорогих костюмах, наворовав у своего же народа деньги. Покупаются эти костюмы. Быть в дорогих машинах, в дорогих квартирах и домах. Но при всем при этом они остаются подонками, фашистами. И те же бичи. Потому что только бич думает набить себе живот и пускай дальше хоть трава не растет. Так. Пойдемте дальше. Сейчас смотрят, которые, может быть, сейчас в молодом возрасте и просто набираются ума разума. И им Милов дает ум разум. Вот этот подонок им сейчас дает ума разум. Образование, да? Знаете, что сделайте? Прочитайте мемуары другого лидера того времени, Билла Клинтона, президента Соединенных Штатов, который попал в точно такую же историю. Причем у Белова такая привычка сравнивать постоянно с Америкой, такой реверанс в сторону делать. На самом деле ни у Америки и у России практически, кроме атомных бомб, ничего похожего, больше ничего нет. Это абсолютно разные культуры, страны, история, абсолютно все разное. Но он постоянно пытается подчеркнуть. Ну ладно, оставим этого подонка. Давайте я вам сейчас покажу про начало вот этой войны. Обсуждали в рамках сарафанного радио между собой. А это все было по телевизору. Каждый день по телевизору. И вот с тех пор у меня лично вот сформировалось такое очень четкое внутреннее отношение, что военные конфликты – это такая штука, которых надо по максимуму избегать. Не то, что вот как бы просто вообще нельзя там. Ну, не то, чтобы вообще нельзя, понимаете? Милов такой весь добряк, такой хороший. Вообще нельзя. Но нужно думать, да. В какой-то крайней ситуации возможны действительно вот какие-то точечные, скорее всего, меры или специальные операции действительно можно рассматривать. Чем эта Навальновская из банды Навального отличается от других? А? Вот кто мне говорит, что Навальный там страдает весь там туда-сюда, бедолага? Ну, покажите ему. Он говорит, точно не надо, точно можно, говорит, надо начинать войны, делать это все. Но это имперец, это фашист. Да. Но если вы можете избежать войны, то надо делать все, чтобы ее избежать. И вот, собственно, то, что происходило в Чечне, да, фактически Борис Ельцин, вот, объявив этот приказ,
он как бы устранился. Я так понимаю, он был шокирован тем, что происходит, и просто ничего не понимал. Он был абсолютно дезориентирован. Вот лидер так вести себя не должен. Лидер должен все время себя спрашивать, что я сделал для того, чтобы предотвратить такое бессмысленное массовое убийство людей и гуманитарную катастрофу. Вот для того, чтобы понять Ну, хватит, короче, с этого Милова. Ничего больше, особенно больше здесь уже добавить нечего. В принципе, я должен был просто закончить первую часть, где вам должен был рассказать про именно имена этих зачинщиков. Я вам сейчас покажу другие видео. И на этом, я думаю, можно будет уже заканчивать вот это все. Чтобы не быть голословным по поводу того, что Милов говорит, что убито было несколько десятков тысяч человек, давайте послушаем, что говорит губернатор временно оккупированной Чеченской Республики на установление памятника псковским десантникам, уничтоженных в нашей стране нашими доблестными, храбрейшими воинами. Да благословит их Аллах и приветствует этих прекраснейших мужей чеченского народа. Давайте послушаем, что говорит Кадыров Рамзан по поводу смерти. За 2 военные Это видео есть на моем канале, вырезанный кусок, вы можете всегда найти его. кампании, да, у нас в республике, да, погибло около 300 тысяч, да, мирных жителей, да. Дети, старики, женщины, да. Вот. И некоторые наши граждане даже не понимают, и некоторые даже обвиняют в том, что случилось в Чеченской Республике, да, обвиняют наш народ. На самом деле нам это не нужно было, да. Совершенно верно, нам это не нужно было, и за это отдельно, конечно же, за эту смелость признать эту правду. Отдельная благодарность. И последнее, вот я вам покажу еще одно видео для Милова, для всех остальных вот этих чуваков и бандитов. Скажите, видимо, на переговорах с Россией подразумеваются обсуждение статуса Чечни. Какой статус Чечни был бы приемлем для вас, как руководителя? Статус Чеченской Республики и его народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежат вопросы двусторонних, межгосударственных, межправительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия. И он не подлежит ни с кем обсуждению, ни тем более с российским руководством. Друзья, ДРС, что смотрели, спасибо, что поддерживаете. На этом наш сегодняшний стрим заканчивается. Всего самого хорошего, все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум, адикюэльшу, марш ойль.